Историками из Айзенхаймского университета после 16-летнего исследования генотипа кавказских народов было сделано открытие, что древнейшим народом на Северном Кавказе являются чеченцы. Более того, при детальном изучении лингвистами вайнахского языка были обнаружены явные сходства с древнеурартским языком. На основании этого была выдвинута и доказана гипотеза о том, что чеченцы являются потомками одной из древнейших цивилизаций в мире. Данная статья была опубликована в журнале Historical Review с лингвистом и историком Джорджем Сен-Пьером, который в комментариях указал, что каждый уважающий себя историк, которому интересна история древних народов, просто обязан изучить историю чеченцев. Историки много лет пытались перевести хуритский язык, но всегда терпели неудачу. Хуритский язык не поддавался расшифровке ни на один современных языков, пока Джордж Сент-Пьер не предложил проверить кавказские языки на сходство, и каково было удивление историков, когда они смогли перевести более 40 глиняных табличек на чеченский язык. Историками из Айзенхаймского университета после 16-летнего исследования генотипа кавказских народов было сделано открытие, что древнейшим народом на Северном Кавказе являются чеченцы. Более того, при детальном изучении лингвистами вайнахского языка были обнаружены явные сходства с древнеурартским языком. На основании этого была выдвинута и доказана гипотеза о том, что чеченцы являются потомками одной из древнейших цивилизаций в мире. Данная статья была опубликована в журнале Historical Review с лингвистом и историком Джорджем Сен-Пьером, который в комментариях указал, что каждый уважающий себя историк, которому интересна история древних народов, просто обязан изучить историю чеченцев. Историки много лет пытались перевести хуритский язык, но всегда терпели неудачу. Хуритский язык не поддавался расшифровке ни на один современных языков, пока Джордж Сент-Пьер не предложил проверить кавказские языки на сходство, и каково было удивление историков, когда они смогли перевести более 40 глиняных табличек на чеченский язык.